Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Мурат Бейсенов, профессор Славянского университета, а в прошлом первый заместитель министра обороны страны. Добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам в студию. В каком состоянии сейчас кыргызская армия? Вчера, 29 мая, мы отметили День вооруженных сил, да, Кыргызстана. В каком она сейчас состоянии? Есть что праздновать? Ну, одним словом, конечно, невозможно. Объем такой сразу, объемная же вещь такая. Что такое, в каком состоянии? Если спросить, в каком состоянии страна? Можете ответить одним словом? Ну, то есть разные, да, разные. Вот, ну, спасибо за приглашение, я с удовольствием согласился. Ну, действительно, у нас 28-й день пограничных служб, 20-летие юбилей, и 27-летие вооруженных сил. И к нашей чести, в общем, президент был у нас в Театре оперы и балета, президент поздравил нас, в общем-то, отметил перспективы, там, в общем, обозначил. В общем-то, это приятно. И не каждый год к нам президенты жаловали, в общем-то. Ну что, 27 лет — это очень мало. Римская империя, сколько строилась, Европа, и армии создавали точно так же. Нужно время. И 27 лет, конечно, похвастаться ничем не можем, чтобы сказать, вот наша армия и так далее. Но стоит отметить, что армия наша в 1992 году создавалась очень непростых условиях. Комитет был, да? Да, в 1992 году указом президента в январе, 13 января был создан Государственный комитет по делам обороны. И тут же сразу, создав комитет, еще даже положение разработали, надо было воинские части взять под юрисдикцию, потому что в правовом отношении все было непонятно. Вот. И уже 29 мая, через несколько месяцев, уже вышел указ все воинские части, учреждения взять под юрисдикцию Кыргызской республики. Вот. И я приехал в 1993 году, попозже немножечко, здесь у истоков стояли. Откуда? До сих пор. Я с Украины, я сам ракетные войска заканчивал. Ага. Я ракетчик был, абсолютно не сухопутный и так далее. И у меня еще сомнения были приезжать, тем более я ракетчик. Вы там служили? Кадровый уже были? Кадровый, я после академии, на Украине, да. Вот, в Украине, сейчас в правильно, Украине. Тогда мы еще произносили на Украине. Вот, и приехав сюда, нас встретили не очень так прям горячо, там, тем более специальность у меня другая. Мы с братом приехали, младший, он тоже военный, у меня тоже военный, да, он генерал Мамруков, вот сейчас у нас по отцу фамилия Мамруков, Бейшен зовут, да. И мы с ним поговорили, и он опять уехал в Казахстан, а я на Украине, у меня в Украине был хороший дом, все было, я думаю, ну что мне приезжать, здесь ничего нет, штаб там где-то, кабинетки такие, я посмотрел, думаю, надо. Ну, потом отец у нас военный, он говорит, все, вперед, вперед сюда, просто в приказном порядке, да. Вот, и как раз я встретил генерала Урзбаева, он формировал здесь первый, Квачпек Кудашевич, он не был председателем, он председателем первый был генерал Металиев, человеку Металиев генерал, да. Урзбаев тогда был советником президента по военным вопросам, потому что надо было формировать, что-то делать с военными частями, что было. И, конечно, надо было ни правовой базы, ни юридической, ни финансирования, ни структуры, ничего нет. Вы представляете, вот пришел, как создавать. Раз в это время Акаев летал с визитом в Японию, узнал, что в Японии нет армии, вернулся и сказал, Кыргызстану не нужна армия. Чуть-чуть позже. Чуть позже, да? Чуть позже, да. Ну, в принципе, если подумать там, в географическом плане, размещение Кыргызстана, ну, рядом Казахстан, там Китай, там, ну, кто-нибудь будет на нас нападать? В принципе, гражданская логика такая простая. Ну, естественно, конечно, пришли к тому, что зачем? А тем более армия требует все время средств. Ахчабер, давай сюда. Все это просто вот... Ну, да. Бюджета никакого. Страна, конечно, все, вот надо все это объединять, что-то делать. И вдруг здесь армия еще, дайте нам деньги, дайте нам
одежду, дайте нам питание и так далее. Но все-таки убедили первые наши, вот все-таки Урзбаев, Нагайбаев, там Уразматов, Рашид был генерал такой, Субанов, вот они все вот как-то встали, они люди образованные, советскую школу прошли, такой серьезный, они убедили все-таки президента, не надо это, да, там фраза, говорят, была нет, но действительно само по себе, ну зачем нам армия, мы Швейцария, да, термин Швейцария, что центр там демократии. И, конечно, пошел развал. Все, кто были, разбегаются, кадровые разбегаются, всех стран СНГ офицеры, особенно кадровые, убегают, причем разбегаются не просто, а еще что-то прихватывают. Здесь нужно было срочно принимать меры. И тогда, вот как раз я приехал в 93 году, меня направили в дивизию, там генерал Чумоев, вот меня, и мы просто, никакой там боеготовности не было, мы охраняли склады там и так далее, чтобы просто не было хищения. Охранять было, да. И вот, допустим, все задача была охранять Тибегля, все на учет, все и все охранять, посты, прям часовые посты у складов. Караулы ставили, потому что это что такое склады военные? Там, а если бы было ядерное оружие, как в Казахстане? Ну, слава богу, ядерного оружия нету. Если бы ядерное оружие было, то я был главнокомандующим ракетными войсками, больше никого не было. Тогда было бы хорошо, но ядерного оружия у нас не было. Ну, в Казахстане, вы знаете, Казахстан сразу, в общем-то, сразу вот когда начался вот более-менее такой вот подъем? Развитие, подъем, ну, резкого подъема не было. Тяжело было. 95-96 год. Потом все-таки и сразу буквально в 93 году, если помните, конечно, нам президенты СНГ, стран, главы государств, приняли решение по усилению таджикско-афганской границы. 100-километровый участок нам выделили, и в 93 году мы уже отправляли батальоны там. Кулмамбетов, Умралиев такие, вот сейчас Умралиев, вот министр обороны, экс-министр обороны. И 100 километров мы в течение там 5 лет охраняли очень достойно, мы оказали помощь такую достойную, потому что там приобрели опыт, в общем-то, неплохо. Хотя не было средств никаких, из последних сил все собирали и отправляли там. Вот, поэтому вот это тяжелый подъем, тяжелое время. Потом из Госкомитета сразу в 93 году пришли к выводу, чтобы как-то все это надо бы интегрироваться и в международные организации военные, да, УДКБ, там, ШОС, и в правительстве там, и так далее, и Министерство обороны. В 93 году в Министерство обороны был назначен генерал Субанов, он в то время был в Туркестане. Это один из наших самых таких значимых генералов, который еще командовал корпусом, советский генерал. Такой тяжело было в советское время получить такие звания. Вот в советское время сколько было генералов из Кыргызстана советских? Совсем мало. Но если не считать здесь генерал Асанов, Металеев там, и так далее. Но оттуда у нас Урзбаев, вот, Субанов, там, Рашид Усунович позже получил. Ну, вот, я еще, может, кого-то забыл. Тупоев где получил? Тупоев здесь. Тупоев здесь, по-моему, с Дальнего Востока он даже прибыл. Генерал армии, да? Ну, так получилось, генерал армии, да. Это некоторые так многие восприняли так с сарказмом. Ну, надо было хоть статус как-то поднимать, наверное. Ну, я думаю, что это перебор был, конечно, генерал армии. Там у нас-то всего там 10-12 тысяч. А сейчас сколько генералов? В действующей линии или... Ну, вообще. Ой, я как-то не считал. Ну, сколько бы ни было, ну, в принципе, ну, нельзя сказать, что это страна генералов. Если взять Туркмению там, или другие там страны, больше? Там, конечно, нам соотношение большое. У нас мы немножко скромничаем. Где-то 130-140 генералов есть. Да, в Кыргызстане. Есть, да. Ну, из них действующих, ну, действующих сейчас действующих мало. Вот мало, в вооруженных силах, я считаю, мало. Мы как-то ожидали, что на 28-го, 29-го что-то кому-то дадут, да? Да, дадут генерала. Вот я, например, мое мнение такое, что председателю погранслужбы надо было. Полковник, он уже года 3 работает, и, ну, может быть, надо все-таки, это же не требует там каких-то финансовых затрат. Ну, может быть, там есть, я не знаю, сейчас есть какое-то ограничение, это, по-моему, только в августе положено давать воинские звания, может быть, президент и, наверное, планирует. Но генералов сейчас в вооруженных силах совсем. У нас начальник генерального штаба, и все. И все? Среди действующих? Нету, остальные полковники.
Так что в этом плане... Не так в этом плане, да, все, кто там, все пессимисты, пускай успокоятся, я думаю, что... Ну, в свое время какой-то период был, раздавали направо-налево генералов. Ну вот, а когда началась более-менее так нормальная ситуация? Атамбаев хвастал, что вот, наконец, теперь нормальная армия у нас есть. Ну, мы, когда он был на торжественном, это было, я не помню, 3 года назад или 4, он что-то... Нет, по-моему, больше. Как-то на торжественном собрании он появился, пришел, отругал как-то все. И, в общем, армия началась с того периода, когда он стал президентом. Мы, говорит, с колен подняли армию и так далее. И нам было обидно, сидящим всем ветеранам. Ну, было просто получается, дико. до того, значит, на коленях до того мы стояли. ничего не были, да, ничего не было, никаких заслуг, ни то, что мы сохранили армию, то, что баткенские события, какие бы тяжелые не были бы, мы все-таки там достойны, да. Вот. И он пришел, говорит, ни армии не было и так далее. Мы сидим в шоке, ну, вот эти все генералитет, там, Субанов, встали и ушли просто. Неприлично было это. При нем встали? Не при нем встали, но сразу ушли, там был фуршет, там что-то такое, ушли, сразу ушли. Вот это было неприятно, конечно. Как-то, может, ему, как он любит говорить, написал доклад как-то, ну, нереально, ну, как это, не было ничего, мы сидим все ветераны, он говорит, не было армии, мы только армию создали. Это было, конечно. А кто ему писал доклад, вы не знаете? Я не знаю, ну, наверное, там... Ну, не знаю, кто. Отдел обороны, Совет Безопасности, я не знаю, кто пишет доклад. Ну, хорошо. А вот из России мы должны были получить, или уже получили, на 1 миллиард 100 миллионов долларов техники военной. Я, кстати, всегда там где-то круглые столы, конференции, я всегда россиянам всегда выпрямляю. Когда миллиард, как это говорю, дай миллиончик, да, у Ильфа Петрова, героя, дай миллиончик. Я всегда говорю, где миллиард? Вот. Да. И да, было произнесено, это было из уст президента Путина. Ну, имелось в виду техническое перевооружение и так далее. Я вот думаю, что в этом плане, конечно, пусть не обидятся мне россияне, все-таки почему-то я всегда особенно первое время техническая помощь была, ну, старые какие-то автомобили, то, что нам не нужно. Ну, что, вот горная страна, что нам нужно в плане военное там имущество? Это, конечно, вертолеты. Это, конечно, самолет. Это, конечно, там стрелковое оружие. Такой особой бронетехники не надо нам. Нам такой вот, что в горных условиях нужно. Вот 99-е, 2000-е, да. Вот. Ну, недавно отремонтировали, к сожалению. Вот, спасибо россиянам. Ан-26, вертолеты 2, да, в принципе, это нам очень. Но это мало, недостаточно. Я всегда говорю, когда россияне бы там, я помню, Субанов в 94 году говорил, давайте комплексы ПВО. Ну что такое, 75-125 комплекс ПВО? Ну это первого-второго поколения, сейчас уже 5-6 поколения идет. 300-400, да? 300-400. Даже у таджиков 125-й подвижный комплекс ПВО. Таджикам. Что такое подвижный ПВО комплекс? Это очень эффективно, она надежная очень. Я не говорю, что это старая, но она уже современным требованиям отвечает. Что такое Турция, уже речь идет о 400, правда, там говорят, сказать. Что такое Сирия, 300-й комплекс? Ну, мы же члены УДКБ, ребята. Ну, я их тоже могу понять. Россияне, они говорят, ну, вы когда будете спокойно, у вас революции не будет, когда будете адекватны, наверное, они так говорят, тогда мы вас... Они боятся просто в руки давать такое оружие. Это современный вид оружия, очень эффективное и так далее. У нас Казахстан есть, Россия есть, мы обеспечиваем защиту вашего воздушного пространства, вам пока еще рановато. Наверное, вот так. Ну, я думаю, что они так говорят, и тем более я слышал это. Но все-таки, если мы члены УДКБ, полнокровные, да, все-таки воздушное пространство и границы, и мы все-таки в горячей точке находимся, это все-таки все еще сегодня неспокойно. И поэтому нам нужно, чтобы усиливалось особенно техническое оснащение. Я думаю, что и пока о миллиард речь пока не идет. Ну, какая-то часть получена? Какая-то часть получена, да, какая-то получена. Какая примерно? Ну, я не знаю, где-то 1/5 часть, наверное, уже получена, да, потихонечку, да. Мы ведомство военное не рекламирует, что мы получили и так далее. Ну, во всяком случае, очень техническая там помощь идет. Ну, пока бы хотелось бы, конечно. В этом году ожидается казахи, что-то там планируют нам безвозмездную помощь, казахи наши. Вот. А то, что мы принимаем учения во всех там учениях и так далее, нам это
батальон один, спецназ один. Нам нужно подразделений таких побольше, 5-10 подразделений, не одно только, как в Токмаке там, или ваше, да, нам нужно побольше таких подразделений, чтобы они такие боеспособные, реальные такие подразделения. Вот почему мы все время просим для армии помощь, почему мы сами не можем себя обеспечить, купить просто, независимо от того, что там дайте помощь или там, когда вы выполните обещание, а просто заплатил деньги, получил. Я не хочу никого упрекать, но дело в том, что наша власть должна понимать, армия она любому государству, армия, это невыгодно. Это очень дорогая игрушка. Ее надо кормить, одевать, обувать, покупать. Дорогая игрушка. У нас сегодня вооруженные силы, насколько я знаю, финансируются где-то на 30-25%. Это то, что нужно. Это денежное содержание, там, питание, там, одежда и так далее. Но технически мы не можем закупать, нет средств. Не выделялось. Никогда мы ничего еще не закупали. Никогда. Только за всю историю помощь, казахи, Турция, Россия и так далее. То, что мы... Но я скажу так, нельзя говорить, что у нас мы совсем. У нас, особенно стрелковое оружие, есть техника, которая может еще 20-30 лет. Она актуальна, эта техника. Актуально. И в то же время мы свои самолеты продали. Автоматы некоторые во время войны в Таджикистане передали или продали? Нет, не продавали. Нет, это все законно, там что-то. Нет, мы таджикам, я не знаю, оставляли. Что войны. Именно? Автоматы, насколько я помню. Я такой информацией не владею. Что-то продали и так далее. Я знаю, в свое время мы хотели танки реализовать, Армения. Шум был, скандал был и так далее. Еще министр обороны. А много танков? Да. Мы хотели подготовить. Но танки нам, вы понимаете, эти там 70-е, 80-е, там, 80-е я не говорю, там 60-е, старые уже, где нам используют танки, скажите, нет. И мы хотели, Армения заинтересовалась, и тогда шум подняли, там что-то, у нас не получилось. Вообще? Я не знаю, пускай будет 200-300 танков, это значение не имеет, но танки абсолютно, может быть, там нам 10-15 танков и нужно, может быть, для каких-то отдельных операций, но чтобы там танки содержать, для учения, они уже... Да, для учения, там, для что-то, а танки, БМП, БТР, подвижные. А вертолеты продавали или в аренду сдавали кому-то в Африке? Это что? Значит, этот вопрос, всегда интересует, используют и так далее. Я считаю так, если у нас вертолеты, пускай даже россияне нам отремонтируют, есть вертолеты. Вертолет, что должен? Вертолет это не танк. Вертолет должен что? Летать. Обязательно должен летать, обязательно. Танк может стоять, пускай. У нас, как и стоит, 40 лет стоят в ангаре, там, да? В боксах. Не в ангаре, а в боксах. Так вертолет должен летать по двум причинам. Первое, должны готовить летчиков. А что такое вертолет сам по себе? Аппарат этот очень капризный, и летчики там должны быть высококлассные. Второе, летчики должны летать. Керосин. Это дорогостоящая тоже вещь. Правительство керосин или там на керосин выделяют деньги, не дает, в бюджете нет. Вертолет должен летать, да. И если, туристов надо отвезти, все это по приказу, согласно там через правительство все это, отвезти туристов, привезти, тем более в горных условиях. Что плохое? И деньги поступают. Хотя, кстати, деньги поступают не в Генеральный штаб, не в Госкомитет по обороне, а сразу в Минфин. А потом опять начальник Генерального штаба или председатель Госкомитета опять выпрашивают, дайте... Понимаете, здесь я считаю, что это неправильно. Если есть... Раньше деньги поступали в бюджет Министерства обороны. Министр обороны распределялся. Обязательно должны летать, обязательно налет должен быть у летчиков и так далее. И поэтому полетели, купили керосин, полетали, летчикам хорошо, вертолет летает, туристам. Здесь шум подняли, не поняли смысл. Все официально было. Все официально было, в курсе правительства. Когда было, там, вертолет упал, там, шум подняли, там, зарабатывают и так далее. Нет, все официально делается. Я могу авторитетно сказать, что... Чем стоять здесь, лучше пусть там летают. Правильно же, да? Чем стоять здесь, пускай летают. Я двумя руками за это, пускай летают. А обмундирование. Сейчас
часто бывает конкурс, вот такая одежда теперь будет, другая одежда будет, там чуть ли не как во времена Гитлера, там немецкую армию Хьюго Босс, да, одевал. Да. А у нас там тоже дизайнеры что-то делают. Эми Кыргызстарда бір мақал бар, қойын қарап ұшқыр деп. Да. Жылқыны қарап ұшқыр. Жылқыны қарап ұшқыр деп. Но если, вы понимаете, если нет больших денег, нет, ну, конечно, Гитлер обращал внимание на форму одежды, у них самая лучшая, до сих пор остается форма, немецкая стильная. форма самая, да, и с них все берут пример, кстати, здесь. Ну, можно Юдашкина пригласить. Если Юдашкина пригласить, то нужно ему оплатить, а, наверное, чтобы пригласить его, наверное, лучше купить материал и сшить самим. Ну, шьют. Значит, демонстрируют время от времени. Да, ну, Китай помогает в этом плане. Спасибо нашим китайским коллегам, друзьям. Но форма одежды, в принципе, она выдержана. Все, стиль выдержана, задумка, сама концепция очень хорошая, но у военных есть один нюанс, есть качество. Да. Качество материала. Чтобы выдерживало. Да. И сегодняшняя форма одежды, ну, вроде бы так неплохо, по дизайну, по цвету там, и так далее, но качество не отвечает. И сроки носки, тоже есть сроки определенные. Да. Вот сделали красиво, но срок годности ему, допустим, форма одежды 3 года, 4 года. Разная форма одежды. Офицерам, допустим, одна, контрактникам другая. Вот даже если вот эта афганка называем по-простому, да, афганка тоже на 2 года дается. А качество не на полгода. Через полгода. И поэтому есть случаи, когда военнослужащий сам приходится покупать. В советское время, вот мы служили, у нас форма одежды, я раздавал всем родственникам до сих пор, аилта, сапоги, потому что обеспечение формы одежды вообще военные не должны думать, он должен полностью обеспечен. И когда одна форма дается на 2 года, ну, извините, ну, сейчас более-менее шьют. У нас свое ателье, кстати, есть. Да. Да, очень неплохо. И шьют, и все. Ну, материал качества. А материал качества дорогое. Что нам, в принципе, посредством, мы живем посредством. Что нам дали, одели, в принципе, можно. Но если во время военных действий и так далее, вот это все, что есть у нас, военная форма и так далее, она не годится. А вот почему фуражки такие очень с высоким вот этим, как это называется? Нет. Прямо аэродромы такие. Это в советское время было. Там, сейчас? Нет, она, конечно, у меня с собой нет, она, я считаю, что такая в форме, исходя из наших возможностей, фуражка не такая высокая. Если вооруженные силы мощные, там, с ядерным оружием, то пускай они там носят высокие. У нас скромная, я считаю, скромная фуражечка. Какая численность сейчас армии? Численность, ну, мы всегда крутимся вокруг цифры 13 тысяч. 13 тысяч. Вот. Сейчас мы включаем, сейчас в генеральный штаб подчиняется и погранслужба, и гвардия, там, вот, то есть эти подразделения. 13 тысяч, ну, на сегодняшний день вполне достаточно. Вот эти 13 тысяч, если обучать, обеспечить и так далее, ошоуда кичине жетпей ошо 13 тысяч. Зарплата, вроде бы мы, если по зарплате посмотреть, денежное содержание, то мы где-то с таджиками. Вот таджики уже потихонечку уже выравниваются. У них самое, ну, таджиков побольше, у них за 20 тысяч у них там, да. Ну, у них и население, армия там побольше немножечко, у них больше, да. У казахов, узбеков там под 50, 70. Под 60, там 70 идет, да. И бюджет такой. Уже вот Forbes, где опубликовала, уже там, ну, казахи с узбеками немножко, наверное, соревнуются, они уже под 800, под миллиард уже идет бюджет. Вот вы сейчас сказали этот генштаб, да? Почему такая структура возникла, что генеральный штаб выше, чем министерство, ну, сейчас комитет Госкомитет, даже, да? Госкомитет. Почему генштаб оказался выше, чем Госкомитет? Там задумка была такая. Я года 4 назад, 5 лет назад еще в Совет обороны нас вызывали, экспертов там вызывали и так далее. Я сразу 2 руками был против. Вот я официально говорю, я был против генштаба, потому что, первое, всегда какие-то реформы, особенно структурные во власти, там, особенно в военных ведомствах, нужно очень хорошо продумывать все. Очень хорошо. Любая реформа требует всегда затрат экономических. Даже если дома что-то переставляешь, то думаешь, что просто переставишь. Когда переставляешь, оказывается, ремонт нужно делать в квартире. Генштаб это не потому, что там мы хотели что-то, наверное, замысел был такой, что, наверное, у них кто это замысел. Первое, я так думаю, что это после событий 99-2000 год,
Это Баткенские события, называем. Потом июньские события. И вот когда все это шло, то одной из причин первых неудач, там, всех упущений и так далее, это было руководство. Всегда любые действия, военные действия требуют четкого руководства, единоначалия. Не было. Всех министров зовут, каждый по себе и так далее. И министр обороны, допустим, он пытался там объединить и так далее. Это МВД, там другие структуры, никто не подчиняется. Первое. Второе, все-таки мысль была, чтобы Генштаб занимался боевой подготовкой. Чисто войск, да. А Госкомитет, как бы его взять, полномочия забрать у первого лица, чтобы он не занимался материальным обеспечением, денежными, там, финансированием, чтобы его там, тем более случаи, сколько возбуждено уголовных дел было из этого министра, да, надо было отделить, пускай Госкомитет по делам обороны занимается хозяйственной деятельностью, финансированием, обеспечением, а Генеральный штаб чисто занимался боевой подготовкой. И все-таки не случайно указ президента был, положение о Генеральном штабе срочно сделали. И все-таки статус Генерального штаба подняли по протоколу, по протокольным делам. Он там сначала даже 4-е место, 5-е место. 5-е имеет 5-е лицо в государстве. Начальник Генерального штаба. Президент, спикер, премьер. Верховный суд. Верховный суд. И, да. 5-й. Ну, там они спорят еще Совет Безопасности. Совет Безопасности у нас это совещательный орган. Но там было, я против выступал, почему? Он не член правительства, в Конституции нет этого органа. Генеральный штаб, зачем вы думаете, у всех стран СНГ министр обороны, как будет встречаться и так далее. Я выступал против. В принципе, время показало, 5 лет уже Генеральный штаб. Они адаптировались, все-таки, в принципе... А не было чисто политического, что президент того времени, он хотел быть самым главным, и если министр обороны подчиняется правительству. Он хотел, чтобы вся армия была в его подчинении, как главнокомандующему. Я тоже этого же мнения. Угу. Самым первое я сказал, говорю, как это? Понятно, чтобы президента, если полномочия уже все у него не такие уж большие полномочия, когда военное ведомство находится в его подчинении, он хочет его усилить. Это вроде бы естественно, но с другой стороны вызвало бурное обсуждение, я помню, я в самых передовых рядах был, что против. Но теперь уже что говорить? Теперь уже эта структура есть, она существует, живет, работает. В принципе, я не скажу, я думал, что это развалится, что это вызовет там что-то, ничего не получилось, в принципе, и под объединением, и сейчас на случай военного положения, чрезвычайное положение и так далее, полномочия начальника Генерального штаба очень большие. Там слушаться, не слушаться, речь не идет, он сразу подчинение всех, сразу, согласно этих законов. МЧС. Да, все МЧС, внутренние войска, там, гвардия, пограничная служба, да. И на военное положение МВД, все подчиняется начальнику Генерального штаба. Я думаю, что это правильно. Потому что июньские события тоже, вы помните, ведь все структуры, в принципе, очень тяжело. Это почти на грани гражданской войны были. Да. Все разбежались, нет никого. И армия на своих там БТРах, мы, в общем-то, во главе, я помню еще генерал Муралиев, он там, Исаков, генерал. Все-таки как-то, когда стоят танки, подразделения и так далее, все-таки народ немножко успокаивает. Но по Конституции не положено применять вооруженные силы. Никак нельзя. Внутренних разборок никак нельзя. Это вызывает недовольство мирового сообщества. Да, это абсолютно, да. У нас уже очень мало времени осталось. Может быть, коротко очень. Боеспособность, как бы вы ранжировали в Центральной Азии, если взять? Какая армия наиболее боеспособная и какая менее? Как говорил Клаузевиц, он был за военный стратег, военный ученый. Он говорил, только практика определяет. Значит, мы никогда не узнаем. Да, я думаю, что по потенциалу есть критерии, международные критерии есть, оснащение, кадры, финансирование, все, там около 10 критерий есть, оценивается шкала, есть специальная армия, допустим, сейчас на первом месте Америка, Россия, Китай, Да, здесь, наверное, Узбекистан, Казахстан, пусть не обидится и так далее. Я по журналу Forbes смотрел, это двухгодичная давность. Может быть, сегодня казахи впереди. А потом дальше уже идут
Ну, мы там с таджиком, Кыргызстан, мы скажем так, таджики, Туркмения там где-то там, да, Туркмения, да. Ну, а Туркмения данные не дают нам, мы даже не знаем, что там, как там, они дают вообще данные. Есть у них армия или нет? Не, у них есть армия там, да, ну, не дают. Ну, я все-таки придерживаюсь, еще был такой Корф, был такой адмирал военный, но такой, он говорил, что только боевые, и то же самое я говорю, и Клаузевиц и так далее, только практика, жизнь определяет, насколько мы готовы и так далее. Я думаю, что, конечно, не хотелось бы, чтобы какие-то вооруженные там действия были, особенно в наше время, и так, ни в коем случае. Это такое страшное дело война. Хотя и сторонники войны тоже пользу приносят иногда, может быть. Поэтому я думаю, что Кыргызстан на сегодня, вот то, что численность, то, что мы пока обеспечены, куда еще говорю, она обеспечит. Сегодня войну безопасности обеспечит на первый период, скажем так. Поэтому надо увеличивать вот эти вещи. Военно-техническое оснащение, мобилизация, есть такое слово. Вот это все надо все-таки работать усилия. А это все требует опять денег, усилий человеческих. Вот, поэтому я вот думаю, на сегодня... У нас уже время, 30 минут, очень быстро пролетели. Спасибо вам большое, что пришли, ответили на наши вопросы. У нас в гостях был профессор Славянского университета, в прошлом первый заместитель министра обороны Мурат Бесенов. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. До свидания.